Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Казахстанские боксеры сменят свои весовые категории. А принесет ли это позитивные изменения, покажет время. 2 новых чемпиона UFC и возможный бой Кроуфорда с Канелой. Всем привет! Это очередной выпуск Найзадай Ньюс. На вопрос, с кем бы Эдуард Вартанян подрался, он ответил, что многое зависит от гонорара. При равных гонорарах между Раисовым, Исмагуловым и Пираевым он бы выбрал слабейшего из этого списка – Исмагулова. Вартанян считает, что Дамир слабоват в борьбе и что его это, к слову, удивило. Кстати, насколько вы с этим согласны, пишите в комментариях. Услышанное пришлось не по нраву Исмагулову. Ну еще бы, кто будет прыгать от счастья, если его словаки записали. В своем сторис Дамир заявил, что именно он бил сильнее всех Вартаняна и что намерен поставить точку в этом махаче. Кажется, что-то интересненькое назревает. И, кстати, в комментариях под этой новостью прямо-таки жара. Народ не особо согласен с Вартаняном. Делитесь и вы своим мнением. Кто кого по факту. В ближайшее время в Иордании пройдет чемпионат Азии по боксу. В нем примут участие и наши боксеры. Об этом нам поведал Олимпик КЗ. Новоиспеченный главный тренер Кайрат Саджанов также сообщил, что некоторые из ребят сменят вес. Интересно, с чем это вообще связано? Ребята будут выступать в комфортной весовой категории или это какой-то эксперимент? Но в любом случае на чемпионат Азии намерены отправить сильнейших. В их числе Санжар Ташкентбай с Тимиртасом Жусуповым, Сакен Бибосынов с Дамиром Абылхаковым, а также Махмуд Сабырхан и Айбек Оралбай. Что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях, делитесь, но в любом случае уверена, что ребята подарят нам кучу спортивных эмоций. Какие нам дарит 1xBet. Держим, так сказать, кулаки и за Ангелину Лукас, которая намерена порадовать нас очередным поединком. А он состоится 6 октября. Соперницей станет Дебора Анахил Лопес из Аргентины. Если у Лукас в копилке 10 побед и 1 поражение, то ее соперница более опытная. 21 победа, 2 поражения и 1 ничья. Кажется, нам будет на что посмотреть. К тому же на кону будет стоять титул чемпионки мира по версии IBO во 2-м наилегчайшем весе. Поэтому, да, заруба точно получится мощная. А как вы оцениваете шансы Лукас против Лопес? Пишем, делимся в комментариях своим мнением. Жесткая ошибка продакшена UFC или как по-другому это назвать? Короче, на турнире UFC ночи Терренса Кроуфорда спутали с Кедриком Ламаром. На это отреагировал босс UFC Дана Уайт. Это было довольно плохо, хотя он был похож на Кедрика Ламара, сказал Уайт. Не знаю, многие фанаты с этим не согласны. А вы что думаете? Кстати, о Терренсе Кроуфорде. Не знающий поражения американский боксер хочет схлестнуться с Канело. Как вы думаете, достаточно ли крепкие у Терренса зубы для такого орешка, как Альварес? Может, и Кроуфорд ни разу не проигрывал, но опыта как в боксе, так и в жизни больше все-таки у Сауля. Что, кстати, показал его крайний бой с пуэрториканцем Эдгаром Берлангой, где Канело был весьма хорош. Кроуфорд тоже ничего. Вы видели его последний бой с Мадримовым? Тогда, кстати, судьи единогласно присудили победу ему. Если этот бой все-таки состоится, то что победит? Опыт или таки молодая кровь? Делитесь мнением. UFC 309 может стать последним турниром для Джона Джонсона. Чемпион в тяжелом весе рассказал, что его поединок со Стипом Миотичем, который состоится 16 ноября, будет последним в его карьере. Но при этом быстро признал, что это более чем вероятно, а не окончательно. Кстати, об итогах турниров, которые прошли на выходных. А познакомит их с вами мой новоиспеченный соведущий Диса. Спасибо, Алена. Всем привет, друзья. С вами Диса. Надеюсь, вы рады меня видеть. А если нет, то вам придется немножечко потерпеть, привыкнуть, ведь теперь я буду здесь на Найзадай Ньюс вести рубрику «Подвод итогов недели». Ну что, если вы готовы, погнали! 13 сентября в Грозном прошел турнир ACA Young Eagles 49. В главном карде турнира выступил экс-претендент на титул Найза Абу Нурбулат. Его соперником стал непобежденный россиянин Ильмади Исраддинов. К сожалению, Абу уступил единогласным решением судей. 14 сентября в Грузии в городе Батуми прошел турнир Grand Bilaji Championship, на котором выступил наш Улан Тамгабаев. Уйджет уступил бойцу из Азербайджана Юсуфу Гасимову во втором раунде.
Ну а в этот же день в главном бою турнира RCC Intro 33 Ильяс Хамзин схлестнулся с бойцом из Бразилии. По итогам трехраундовой рубки, к сожалению, единогласным решением победу одержал Джуниор Луис. Бой Сауля Альвареса против Эдгара Берланга стал главным событием вечера бокса, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе. Мексиканцу удалось отправить соперника в нокдаун и защитить титул чемпиона мира по версии WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе. Пуэрториканец же потерял свое первое поражение в карьере. Ну и, конечно же, не обошлось без эмоций, ну а спонсор наших спортивных эмоций — это 1xBet. Да, и поговорим о турнире, прошедшем в Лас-Вегасе 15 сентября. Это UFC ночи. Кстати, это был первый, единственный и последний турнир, проведенный в сфере. Больше боев там не будет. В главном бою турнира UFC ночи Шон О'Мэлли защищал пояс легчайшего веса против Мираба Двалишвили. По итогам 5 раундов машина одолела Сахарка единогласным решением судей. Таким образом, Мираб ворвался в рейтинг Pound for Pound и расположился на 7-й строчке рейтинга сильнейших бойцов. А его оппонент Шон потерял 7 позиций и занимает 13 место. Произошли и другие изменения. Белал Мухаммад и Дрикус Дюплесси поменялись местами. Белал теперь занимает 5-е место, а Дрикус расположился на строчку ниже, на 6-м месте. В рейтинге легчайшего веса кардинальных изменений не произошло. Единственное, Шон О'Мэлли упал на 1-е место. В соглавном событии вечера Валентина Шевченко взяла реванш у Алексы Грасса. Пуля одолела Алексу единогласным решением судей. По итогам этого боя в женском рейтинге Pound for Pound также произошли изменения. Теперь Шевченко поднялась на 2 строчки и занимает 1-е место, а Грасса же потеряла 2 позиции и расположилась на 3-м месте. Наталья Сильва поднялась на 1 позицию и занимает 13-е место. А в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона Алекса упала на 1-е место. Диего Лопес подвинул сразу 8 бойцов после победы над Брайаном Ортегой. Диего поднялся на 10 строчек и расположился на 3-м месте рейтинга полулегкого дивизиона. Такой взлет вызывает настоящие спортивные эмоции, которые дарит нам 1xBet. Ну а Брайан Ортега в свою очередь упал с 3-го на 5-е место. Норма Дюмон одолела Ирен Алдану единогласным решением судей и поднялась на 5-е место рейтинга женского легчайшего веса. А Ирен, Майра Буэна Сильва и Холли Холм спустились на 1 строчку и занимают 6-е, 7-е и 8-е место соответственно. Ну и подводя итоги, хотелось бы вернуться в дивизион легчайшего веса. Мираб Двалишвили, не успев стать чемпионом, уже вступил в перепалку с Умаром Нурмагомедовым в Твиттере. Как считает сам Умар, его менеджер Абделязиз, ну и товарищ по команде, чемпион Ислам Махачев, именно Умар является следующим претендентом на титульный бой. Об этом подробнее расскажет моя коллега Алена. Да, Диса, как говорится, победителей не судят. Умар Нурмагомедов хоть и последовал этому примеру, но все равно решил ущипнуть новоиспеченного чемпиона. Мираба он вроде и похвалил. Хорошо справился со своей работой, говорит, но надеется, что чемпион не сбежит от него и заявил о своей готовности к встрече с ним. Естественно, Двалишвили подстегнул и его в ответ. Умар хороший боец, но в топ-15 он победил только одного соперника – Кори Сэндхана, намекая, что Кори был слабоват. Пусть, говорит, Умар подерется с Петром Яном. А вообще, что вы думаете по этому поводу? Если этот бой все же состоится, то явно вызовет яркие спортивные эмоции. Какие нам дарит 1xBet.
7 мексиканцев из 9 в карде проиграли на День независимости Мексики на UFC ночи 306. 306. Именно на турнире UFC 306 были рекордные продажи. Рекорд с продажи билетов, это $22 миллиона. Рекорд по продаже мерча, а также рекорд среди всех мероприятий, проводившихся в сфере с момента ее открытия. На этом у нас все, друзья. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь. А мы вернемся к вам в пятницу. Всем пока!